Друзья, добрый день. Национальное радио в эфире. Вы на волне 88,8, прошу прощения. В студии Милана Манкиева. У меня в гостях руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Батыр, добрый день. Добрый день. Салам алейкум, дядя Халшин. 10-11 июня в Магасе пройдет региональный семинар совещания территориальных органов ФАС России, Северокавказского и Южного федеральных округов под председательством заместителя руководителя ФАС России и главы Республики Ингушетия. Об этом семинаре совещании мы сегодня будем говорить. Друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Если есть желание задать вопрос нашему гостю, вы можете написать или позвонить. Номер для звонков 55 40 50, для сообщений 962 637 0106. Батыр, расскажите, пожалуйста, какие вопросы будут озвучены на совещании? Мероприятие такого плана у нас в республике впервые. Кроме этого, вообще обычно бывает только семинар-совещание одного федерального округа, но в этом году у нас сразу 2 федеральных округа, и это благо, то, что гостей у нас будет много, и любой гость – это благо. И мы, кроме всего прочего, будем у них еще перенимать опыт, который у них есть. И крайне важными вопросами, которые будут озвучены сейчас и актуальными для нашей республики, является первый вопрос – это реализация национального плана развития конкуренции. На каком этапе это сейчас у нас, где мы, нужна ли нам в чем-то помощь в этом плане, ну и так далее. Наша республика, к сожалению, одна из немногих республик, которая занимает там топ-10 последних строчек, которые в плане реализации нас проекта. У нас из 33 рынков 11 на сегодняшний день еще не реализованы, по ним еще предстоит работа, продолжение, точнее, работы. И наши коллеги из центрального аппарата приезжают для того, чтобы помочь нам в этом, не для того, чтобы там критиковать и так далее. В принципе, есть и некие объективные причины тому, почему это у нас происходит, есть субъективные, но и также необходимость, нам очевидно необходимость помощи, она тоже есть. Это все будет обговорено, и об этом нам будет рассказывать представители центрального аппарата ФАС России. Кроме всего прочего, кроме нас, там на совещании будут все руководители Министерства и ведомств Республики Ингушетия, глав муниципальных образований, с аппарата полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе представители будут. И дальше представители суда, Верховного суда, это в частности председатель Верховного суда, и так далее. Вы сказали, что есть объективные причины, есть субъективные. Можете сейчас их назвать? Я думаю, что конечно. Это не секрет. Нашим радиослушателям будет любопытно узнать, почему мы в хвосте находимся, а не впереди, как нам очень хотелось бы. Начну с самой банальной причины. Ведомство просто забыло отчитаться. Одно из министерств просто забыло вовремя отчитаться, написать цифры и передать это их по вовремя. Реализации это нацпроектов? по реализации нацпроектов. Нет, нацплан. Национальный план развития конкуренции, да. А субъективными, то есть объективными причинами еще является то, что мы же перешли на казначейское обслуживание, и не всеми деньгами, не всегда мы можем распоряжаться в той мере, в которой правительство республики хотело бы. Это является одной из причин. А так, в принципе, у нас по всем рынкам уже есть достижения. Мы среди других субъектов Российской Федерации нормальную позицию удерживаем. Допустим, у нас нет унитарных предприятий в сфере фармацевтики, в сфере дорожного обслуживания, в сфере строительства и так далее. У нас достаточно много субъектов в стране, где унитарное предприятие, то есть госпредприятия в этой среде находятся, и туда частников не пускают, создавая им разного рода барьеры, что пагубно отражается как на экономике этого субъекта, так и на конкурентной политике субъекта. Также вновь созданные организации, если вы захотите заниматься этим, допустим, продавать лекарства и так далее, вы не сможете зайти на рынок, потому что там очень сильная конкуренция со стороны государственных структур. Благо у нас этого нет уже. В этом плане мы уже вышли на тот процент, который нам законодательство говорит. Это если 2 государственных, то минимум 1 должен быть частный. На эти показатели мы уже давно вышли, но у нас отстают некоторые рынки, у нас вообще нет в этой части. Допустим, производство тех же аквакультур. У нас только одна ферма, по разведению рыб, и то на обычный рынок они ничего не поставляют. В этой части мы отстаем. То есть нам нужно больше развивать свою экономику, больше развивать производственный сектор.
Вот, и есть те рынки, которые у нас остаются и которые нам необходимо подтягивать. А что касается задачи Ингушского УФАС по надзорной деятельности за исполнением национальных проектов, вот как в этом направлении работа продвигается? Национальных планов или проектов? Вот именно национальных проектов. Проектов. Ну, мы постоянно проводим проверки всех нацпроектов, которые у нас проходят. Это госзаказ. Вот. В прошлом году процент выявленных нарушений был 78%. При размещении госзаказа выявлялись нарушения. И в этом году, я думаю, что процент, к сожалению, не снижается пока. Вот мы сейчас поставили на проверку 16 нацпроектов. До конца этого месяца мы их проверим и уже сможем в конце месяца дать, в принципе, цифру по количеству выявленных нарушений. Угу. Еще очень важная тема, которую, мне кажется, стоит сегодня обсудить, да и мы это сделаем прямо сейчас, это реорганизация унитарных предприятий. Вот в декабре 2019 года, если не ошибаюсь, я вот тут себе подсказочку оставила, был принят 485-й федеральный закон о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Ну и, соответственно, в целом по России сейчас борются с ними, и к 2025 году, может быть, если я не ошибаюсь, вы меня исправите, от них не должно остаться и следа. Прошу прощения, если некорректная формулировка. Но Ингушетия — это чуть ли не единственный субъект, который так еще и не составил план действий. Почему? Расскажите. Милан, вот ты вот точно попала в нашу программу, которая будет послезавтра. Там одним из пунктов доклада будет именно реорганизация унитарных предприятий. Мы действительно единственный, не чуть ли единственный уже, а единственный субъект в России, который еще не принял план реорганизации унитарных предприятий. У нас министерство, ведомства и правительство не могут определиться, все-таки в какой форме это должно быть, когда это должно быть, ну и так далее. К сожалению, так. Этот вопрос послезавтра будет обсуждаться между ФАСом и правительством республики. Унитарное предприятие. Вот, всегда вот реорганизация унитарных предприятий – это такая дискуссионная тема. Вот, по ней вы могли бы, мне кажется, даже отдельную передачу на полдня сделать, если привлечь к обсуждению широкий слой населения. Унитарные предприятия, вот, почему они плохие? Допустим, есть чудо, есть южнокорейское чудо, оно произошло именно потому, что Южная Корея все-таки в дебатах, нужно ли реорганизовывать, убирать, передавать частный сектор, то есть уменьшать государственное присутствие в бизнесе или нет, они все-таки, у них благо в свое время перебороли те мысли, которые сказали, что действительно это нужно реорганизовать, и государство будет лучше. Тогда они это сделали, у них вот так называется сейчас южнокорейское чудо, оно произошло. У них экономика сегодня, она очень-очень крутая, вот у них на самого валового продукта на душу населения значительно превышает и наши, и многие даже европейские страны. И нам тоже необходимо снижать участие государства в бизнесе, в конкурентных там, где есть конкурентные рынки. Есть, конечно, рынки, где абсолютно нет никакой конкуренции и быть не может. Допустим, в сфере национальной безопасности, атомной промышленности и так далее. Есть конкурентные рынки, допустим, водоснабжение, водоотведение, отопление и так далее. Но также есть у нас страна огромная, есть также территории, где это тоже не нужно, и это невыгодно. Допустим, там северная территория, где всего там 10 домов, но на отопление, допустим, у них, если это будет рыночная цена, то есть не оплатить никакими деньгами, настолько это будет много. Там вот государство должно обеспечить. Это уже социальная нагрузка, социальное обязательство государства перед населением. Там государство должно быть. Но там, где нет, есть огромная конкуренция, там государство вообще не должно быть никак представлено. У нас, вот, если честно сказать, есть такое, я разговаривал с некоторыми нашими руководителями, которые не хотят отпускать от себя муниципальные, допустим, унитарные предприятия. Они говорят, вот если я сейчас реорганизую там МУП ЖКХ какой-нибудь, то тогда кто у меня убирать будет на территории города? Если я сейчас передам кому-нибудь водоснабжение, водоотведение, с меня население будет спрашивать, почему, потому что мне потом делать с этим. Вот. Но это такие архаичные мысли, их нужно отпустить. Население уже жалуется. Их нужно передать. Они всегда жалуются, безусловно. Население жалуется, потому что эти услуги ужасные. Потому что особенно водоснабжение, водоотведение, там, электроснабжение. Я промолчу, мне кажется, всем и так все ясно, как обстоят дела. Потому что людей не обманешь. Можно все что угодно говорить, все что угодно обещать, но пользователь, вот потребитель конечный этих услуг, он прекрасно знает, хорошая эта услуга или плохая. Доволен он или нет.
нет. Всегда есть прослойка населения, которым вот от нечего делать, они просто жалуются. Хорошо жалуются, плохо жалуются. Но в основном люди жалуются, когда плохо. Когда хорошо, никто же не пойдет писать жалобы и ругаться на власть, вот, в данном случае на ГУПы и МУПы. Не знаю, вот у меня, да и, наверное, у большинства людей ГУПы и МУПы ассоциируются вот с чем-то застойным. И там ничего не происходит. Ты не видишь никаких изменений, ни позитивных, ни негативных. Да. Так что это здорово, что все-таки от этой системы мы уходим, и что-то новое. Надо построить светлое будущее. Милана, вот знаете, что еще плохого в этих унитарных предприятиях? МУП там, пусть это будет какой-нибудь там ЖКХ, ГУП сельского, в сельском хозяйстве, еще что-нибудь. Там директор, он знает, что он там нанятый менеджер, временно исполняет обязанности, и ему там после него хоть трава не расти. Ну, такие мысли. И он берет на работу своих родственников, да, оформляет их, там еще что-то, может там завышать, там покупать что-то по завышенным ценам. Кстати, 223 федеральный закон у нас большинство унитарных предприятий, которые обязаны соблюдать, вообще не соблюдают. Сколько раз об этом говорили, писали в правительстве в том числе. И вот все это происходит по серым непонятным схемам. Их практически невозможно не отследить, ничего с ними сделать, потому что над ними всегда должны все стоять. Но у государства нет такого ресурса, чтобы над каждым унитарным предприятием ставить там столько там правоохранителей, контрольно-надзорных органов, чтобы ежедневно с ними сидели и так далее, все это проверяли. Это практически невозможно. Но если этому же лицу, этому же директору передать это в аренду, да, государство передаст ему в аренду именно это предприятие, то тут уже будет как у Алжмади, да, Цивилхаждаха, Сагвилхавац, и он этих своих бездельников, родственников мигом уволит, потому что это уже его деньги будут, и ему надо будет со своего кармана им платить. Если он по завышенным ценам будет покупать продукты, там, продовольствие, сырье и так далее, это, опять же, он обворовывает себя. Себя обворовывать невозможно, мы об этом знаем. Поэтому он начнет уже приходить к эффективности. Он будет приводить это унитарное предприятие именно к эффективности, к прибыльности. Вот. И государство, самое главное, государство от аренды будет получать деньги. Сегодня государство в эти унитарные предприятия практически во все вкладывает наоборот. Вместо того, чтобы получать деньги от них, они в них вкладывают. Вот это вопрос тогда, зачем нам нужно то, во что нам нужно вкладывать постоянно ради этих неэффективных, малоэффективных менеджеров, которые там сидят. Но это абсурдно, так делать нельзя. Поэтому эти предприятия, которые, еще раз повторюсь, именно на конкурентном рынке, там, где могут быть и другие участники, они должны быть абсолютно свободны от присутствия государства. Государство в любом случае оставляет рычаги воздействия на них. Это и контроль, надзор, и государственный, и федеральный, никто его не отменял. Вот, он все присутствует. Поэтому, если уже будет частник, это по мне, так это будет лучше. Но, естественно, это все нужно будет регулировать. Это вот просто отдать кому-то там и смотреть, что он делает, это тоже нельзя, естественно. Все должно быть правильно, все должно быть через торги, все должно быть в договоре, все должно быть указано. Если он там один раз ошибается, его штрафуют, второй раз у него забирают, и он теряет все, что он туда вложил и так далее. Это все можно отрегулировать, и нужно это все сделать. И любая реорганизация, она должна быть, естественно, продумана, глубоко продумана, вот, и в том числе и сроки, и ожидаемый эффект от реорганизации. То есть просто так, естественно. Мы когда говорим об этом, говорят, вот сейчас вот отдашь, и все, там что-то украдут, сорут. Ну, естественно, главная задача государства, передавая кому-то что-то, необходимо отслеживать, как это будет там работать в дальнейшем, и чтобы, естественно, не было никакого воровства. И вообще не нужно забывать, что главная задача государства, всех министерств и ведомств сделать жизнь населения более простой. Ну, по крайней мере, так должно было быть, изначально так задумывалось. И если, к примеру, тот же ГУП и МУП, который должен оказывать услуги населению, оказывает их плохо, пользуясь тем, что, возможности у тебя нет, да, вот есть одна организация, которая обслуживает, тебе уже некуда деться. Какая разница, плохие ты услуги оказываешь, хорошие, человек все равно никуда не переметнется. А если будет конкуренция, ты будешь бороться за человека, ты будешь создавать комфортные условия, чтобы он не пошел в другую организацию и с ними там какой-то договор не заключил. А тут почему-то, к сожалению, даже люди, которые вот в нашей республике там ведут какой-то, я не знаю, большой или малый бизнес, не понимают этого.
такое ощущение складывается, что вот люди никому не нужны. Тебе не нужен покупатель, тебе не нужен вот потребитель этих услуг, хотя он приносит тебе деньги. Если его не будет и не будет тебя, то есть твоя роль абсолютно не нужна никому, если нет человека, который придет и заплатит тебе эти самые деньги. Мне кажется, что из-за того, что конкуренции нет, все плохо, и мы пользуемся некачественными услугами. Это, на самом деле, меня очень радует, что это происходит. Я надеюсь, поскорее получится с ними разобраться. А что касается вот этого самого плана, общего плана действий по реорганизации клубов, МУПов, когда вы планируете его составить? Или это, опять же, будет на совещании обсуждаться? Это работа правительства. Это правительство должно было давным-давно уже сделать, отправить. Вот мы сейчас на правительстве это еще раз, надеюсь, обсудим, и будет уже поручение главы с конкретными сроками, когда все-таки мы должны это все разработать и отправить. Просто хорошо, что мы, с одной стороны, что мы не миллионник, субъект, тогда я не знаю, что у нас было бы, это слишком сложно было бы нам. У нас этих групп, унитарных предприятий там не очень-то много, 63 на моей памяти. Их не очень много, и это очень быстрая работа. Это маленькое муниципальное образование в большом субъекте. Допустим, это в том же Ставропольском крае, в любом муниципальном образовании их будет больше, чем у нас, в республике в целом взято. Поэтому, в принципе, это небольшая работа, которую, к сожалению, несерьезно относятся ответственные должностные лица. Но я думаю, по итогам этого совещания это уже будет взято на контроль. Очередная возможность привлечь внимание к этой проблеме. И еще один момент, как раз-таки я в анонсе этого мероприятия читала, что вы также будете обсуждать вопрос развития агропромышленного комплекса в нашей республике. Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что все прекрасно знают, что республика у нас аграрная, но мне кажется, что сельское хозяйство находится в упадке. Хоть мы и наблюдаем в последнее время какие-то положительные изменения, но мне кажется, этого мало. Хотелось бы, чтобы все как-то подинамичнее развивалось. Но это все мечты. А что в реальности, как обстоят дела? Абсолютно с вами согласен, Милана. В прошлом году Центральный аппарат ФАС России, именно это управление, они проводили плановую проверку в отношении нашего Минсельхоза. Были выявлены нарушения в части того, что они проводят конкурсы, чрезмерные требования к участникам. То есть то, что не должно быть, какие-то рекомендационные... Сельхозтоваропроизводителям? Там разные программы, в том числе, допустим, по животноводству, по разведению КРС, и по по этим... Сейчас не вспомню, но там разные программы. По-моему, около 12 программ, при которых они дают субсидии, помогают в развитии. В этих программах были выявлены нарушения, было выдано предупреждение правительству, Центрального аппарата, предупреждение в этом году уже было. Оно было исполнено в установленные сроки. И ведь управление центрального аппарата, в том числе контроля агропромышленных рынков, контроля оборонзаказа, госзаказа, туда входит правовое управление, они едут к нам с целью оказания помощи и поддержки. То есть, если нам что-то нужно будет в Минсельхозе России, то это именно управление ФАС России, они являются контрольно-надзорным по отношению к Минсельхозу России в части соблюдения конкуренции. Они нам могут помочь. Оборонзаказ, госзаказ также могут нас проконсультировать. Также одной из тем у спикеров будет соблюдение законодательства при реализации нас проектов и при строительстве. Это все будет нам в помощь. То есть любые вопросы, которые с нашей стороны будут, они могут их прорабатывать и оказывать нам эту помощь. В сельхоз, действительно, нам хотелось бы, чтобы у нас больше все развивалось, чтобы урожайность повышалась и так далее. Я думаю, что мы этого добьемся, когда мы уберем помощь государства в этом секторе и сделаем этот сектор частным. Не обязательно передавать какому-то физлицу. Допустим, республика могла бы все эти пахотные земли создать акционерное общество, передать туда, контрольный пакет акций, что был у республики, а все остальные акции продать населению. Ведь продажа этих акций – это же привлечение дополнительных денег для сельского хозяйства. Это сельское хозяйство без привлечения заимствованных денег со стороны, они могли бы за эти деньги купить те же комбайны, обновить свой парк, и так далее, разные, проработать новые технологии именно в сельском хозяйстве, открыть новые направления, которых у нас в республике пока еще не было. Составить совет директоров, это все возможно, и я, честно говоря, сторонник именно такого развития, такого сценария. Не делить все пахотные земли между физлицами КФХ,
а вот чтобы было акционерное общество. Есть у вас, допустим, там сегодня вам больше зарплату дали, там есть деньги свободные, там думаете, куда вложить. Было бы неплохо, конечно. Взяли акции нашего предприятия, которое развивается. Вы непосредственно можете там участвовать в управлении этой организацией. Ну, это же здорово. Нет, вот что касается отсутствия техники, я с вами соглашусь, потому что вот видишь те же сюжеты телевизионщиков, и вот НТРК, и ГТРК, приезжают они в ГУПы, а там вот один вот этот трактор стоит, один бедный несчастный. Раньше все было хорошо при советской власти. Ну, я тоже сейчас не буду говорить, что раньше было лучше, а сейчас плохо. Раньше тоже было плохо. Так что, в общем-то, дело касается, наверное, не политики, а отношения к сельскому хозяйству. Вот. Разве один трактор способен совершить все необходимые работы? Ну, и, соответственно, нет притока молодой крови вот в сельское хозяйство. Никто не хочет этим заниматься. Ранее благородная и престижная профессия сейчас абсолютно никому не интересна, потому что ты видишь, что ничего не происходит, никаких позитивных сдвигов нет, наоборот, все только ухудшается, и думаешь, ну, зачем мне работать, зачем мне идти в агропромышленность, если там ничего интересного не происходит. То есть это не прибыльно. Хотя могло бы быть прибыльным. Вот я всегда вспоминаю Израиль, казалось бы, пустыня, да, они там виноград выращивают. Это удивительное дело. У нас ведь совсем другая ситуация. У нас хорошая земля. Почему бы нам не выращивать вкусные продукты, овощи, фрукты, и местные жители, мне кажется, были бы счастливы и довольны, потому что дешевле было бы, возить не нужно. То есть на транспортные расходы сельхозтоваропроизводитель не тратится. Вот мне недавно рассказали, я надеюсь, что это была шутка, что купили картофель, привезенный из Африки. Думаю, ну, до чего мы докатились, что нужно из Африки привозить картошку. Вот мы живем в самой большой стране мира, вот чего-чего, а земли у нас предостаточно, и мы не можем вырастить картошку в России. Но мне кажется, что это какой-то даже позор. Хотела обойти это слово, но ничего более мягкого не придумала, извините. Ну, Милан, вот ты директор казенного предприятия. Ты знаешь, будет урожай, не будет. Что бы там ни произошло, свою зарплату ты точно получишь. Поэтому тут нет мотивации. Вот в прошлом году глава, когда поменял KPI для этих организаций, сказал, вот кто будет показывать доход, тем мы будем передавать угодья, сельхозугодья от тех предприятий, которые не показывают, и будем их просто ликвидировать. И почему-то в прошлом году у нас рост урожайности в республике получился. То есть эти предприятия начали показывать какую-то прибыль. То есть, оказывается, можно сажать и так далее. То есть весь вопрос в подходах, мотивации человека. Правильно выстроенный KPI, он, естественно, заставит работать любого директора, там, даже казенного предприятия. Но, тем не менее, на мой взгляд, и этого недостаточно. Необходимо, вот, опять же, привести к тому, что к нашей, да, мудрости народной, да, цивилхаждаха, сагвилхавац. Вот если это твое, будешь оплакивать, будешь днем и ночью на поле ночевать. А если ты так, нанятый менеджер, там, ну, можешь всегда оправдаться, когда погодные условия, там еще что-то, трактор сломался. А если твое, то ты заранее будешь беспокоиться. И дальше с собой будешь прикрывать свое поле. Да, вот я с вами соглашусь. Знаете, вот как можно, с какой картиной это сравнить? Вот человек, который живет в своем доме и вот в съемном доме, совершенно иное отношение. В своем доме ты будешь там ремонтик сделаешь, да, там накопишь денежки, будешь убираться, вот как-то вот по-хозяйски себя вести. А в съемной квартире ты будешь, это же все равно не мое, я там через месяц съеду. То есть главное, ну вот можно по-хамски не убирать, вот ремонт, ни о каком ремонте и речи быть не может. Вот то же самое. Хозяйское отношение должно быть у человека. Как вот у нас в Ингушетии говорят, юрт-да, отец села. Вот действительно, как отец семейства. Вот так и нужно вот к своим работникам относиться, стараться, чтобы это же твое лицо, это вот гордость должна быть у человека. Но не гордыня вот в плохом понимании, а именно гордость за то, чем ты занимаешься. Вот человек, который вот тяп-ляп делает свою работу, мне кажется, что он ни в коем случае не может гордиться ею. Но он там получает зарплату, и ладно. А вот какого-то удовлетворения, счастья от того, что ты занимаешься делом, которое приносит пользу моему народу, там, моему городу, моей республике. Вот нет этого. Это же плохо. Ведь, собственно говоря, человек, когда только приносит пользу, он счастлив. Но, конечно, экономика и человеческое счастье – это абсолютно разные вещи, но, в принципе, от благосостояния населения, наверное, в общем-то, и зависит счастье от того, закрыты ли какие-то базовые потребности человека.
Но мы совсем далеко от основной темы ушли. Еще хотелось бы уточнить, как обстоят дела с нарушениями антимонопольного законодательства. Ну вот за тот срок, что мы с вами не виделись, там несколько месяцев прошло, какие-то крупные дела были? Ну, мы продолжаем еще рассмотрение дел в отношении крупных фармпроизводителей. Это в стране в целом. Вот мы выявили сговор при реализации при проведении более 7 тысяч процедуры торгов. Это очень большая сумма, это очень большое дело по масштабах страны. Нет ни одного, наверное, субъекта в России, где бы эта схема не была реализована. Поэтому вот над этим. Ну и продолжаем рассмотрение дел также по сговору в отношении республиканской больницы, Минздрава и ряда поставщиков. Там тоже, естественно, очень плохие дела там происходили. Допустим, медицинское оборудование было поставлено фирмой, у которой нет лицензии. Был заключен прямой контракт в эпоху ковида, срочный контракт со сроками поставки 60 дней, но по факту поставка была только в одном случае через 90 дней, в другой случай 140 дней, третий случай вообще, год прошел уже, и до сих пор не поставлено, поставлено, но не введено в эксплуатацию, он считает, что не поставлено. Это наши граждане, получается, в то время, когда должны были пользоваться бесплатными услугами от этого медоборудования, шли и платили за это в частных организациях. Ну, простите, конечно, мне кажется, что в нашей стране уже нет бесплатной медицины, потому что приходишь ты в больницу, никаких бесплатных медикаментов нет. У меня просто недавно родственницу оперировали в РКБ. За все нужно платить. Абсолютно за все. Но государство выделяет сегодня на это деньги. Да, выделяет. Ну, куда эти деньги уходят, я не знаю. Это вопрос эффективности. Вопрос, точнее, неэффективности, мы хотели сказать. Абсолютно неэффективно. Потому что сейчас человек, который хочет получить качественные медицинские услуги, обращается в медицинские организации, где вот ты платишь за прием, заходишь, все ты самостоятельно оплачиваешь. А тут ты приходишь в больницу, где якобы тебя должны бесплатно оказать тебе услугу, ты за все должен платить. Ну, Милана, а вы, я думаю, что, наверное, ваши родственники, вы не написали жалобу в Росздравнадзор в данном случае? Не писали же, наверное, да? Что нет, Росздравнадзор нет. Вот это необходимо писать. Я понимаю, но понимаете, в чем проблема? Я вам сейчас объясню. Вот у меня тоже была где-то, может быть, год назад проблемная ситуация с ортодонтом. Я говорю своим родственникам, я буду писать жалобу в Росздравнадзор. Что вы думаете? Они начали меня отговаривать, потому что в Ингушетии, говорит, таким образом проблему не решают. Вот, говорит, ты подолож, что сейчас пойдешь с ним ругаться, что ли, из-за такой суммы? Это неправильно. А вот этот человек очень много неприятных дел наделал, соответственно, там лечил неправильно зубы, от этого пострадало огромное количество моих родственников, потому что, по рекомендации они начали туда ходить, а человек вообще, не умеет работать. И я жалобу не написала, но мы с ним решили этот вопрос, естественно, мы с ним поругались. И все, получается, хорошие, а я плохая. Но мне, в принципе, все равно, потому что человек должен защищать свои права. Я абсолютно с вами согласна, что если твои права нарушены, ты должен пойти и поругаться. Если не получается поругаться, написать жалобу. Вот так это называется. Случай в своей жизни, хоть займу эфир, коротко расскажу. Да, это в другом субъекте было. Был в детской больнице и увидел такую очередь. Там дети и в колясках инвалидных и так далее сидели, на плановую операцию записывались. Всего 2 медсестры, которые их оформляли. Но очередь достаточно выстроилась. Но даже если не было бы очереди, даже если один человек в очередь сидит, это же больной ребенок, который испытывает страдания. Но он должен показаться медсестре для того, чтобы его оформили. Я не ссорился ни с кем, позвонил в Росздравнадзор, сказал вот так, сфотографировал, отправил, потом еще написал полномочным по защите прав детей. Мне через месяц это отписали, что мы провели проверку. Действительно так. Спасибо большое. Руководство больницы не досмотрело. Мы выделили еще одну медсестру, и больше такого не повторится. Потом где-то через пару месяцев я был в этой больнице. Действительно, очередей уже не было. Возможно, они просто сами не понимают. Те же медсестры были бы согласны, рады, чтобы если кого-то еще дали, они эту очередь убрали бы. Но главврач это не досмотрел, он это упустил, не дал единицу и так далее. Но это, опять же, не от злости было главврача, в данном случае, я думаю, что просто неосмотрительность. Показали, что нужна осмотрительность, дали. То есть не обязательно ругаться, можно культурно направить жалобу, культурно получить на него ответ. А если жаловаться, жаловаться. Допустим, Милан. Я вас прекрасно понимаю, один пример, иногда Милана. Не получается. Я госслужащий.
задача, да, я чиновник, я управляю, допустим, я не управляю, я контроль-надзор, управляет обычно исполнительный орган власти, ну, допустим, я управляю там какими-то процессами, там, министр или мэр города, пусть кем-то буду, и управляю бюджетом. И когда я управляю этим бюджетом, я управляю деньгами тех людей, которые живут на этой территории. И когда я их ворую, а вы мне говорите, что это нехорошо, как я могу вам говорить, это тейповый вопрос? Я, конечно, это скажу, что вас отпугнуть, но какой тут тейп? Он просто ворует ваше. Если вы говорите, что это неправильно, почему нет медикаментов? Они мне государством выделены, я со своей зарплаты честно плачу отчисления в ФОМС, да? Я плачу за эти медикаменты. Почему вы мне их не даете? Это абсолютно нормально, и нужно их требовать. Когда главврач, министр будут знать, что с них будут требовать, массово будут требовать, они начнут работать нормально. Если они не работают нормально, я имею в виду, то начнут уже работать нормально. Но, как мы знаем, у нас все практически ЛПО республики, они с большой кредиторкой в прошлый год закрыли, и каждый год продолжают их закрывать. То есть налицо абсолютно неэффективная тенденция управления. И антикризисного плана тоже нет. Что хочется сказать, да, подводя итог всей этой беседы медицинской, я призываю население обращаться и жаловаться. Потому что если вы не будете жаловаться, эта катавасия будет продолжаться до конца. Нужно отбросить все эти мысли о том, что это нехорошо, некрасиво. Так почему, если нехорошо и некрасиво, этот человек меня обманывает? Абсолютно это верно. Мое здоровье. Мне все равно, верно. Что человек не умеет что-то делать. Не умеешь, не берись. Абсолютно верно. Да я, конечно, хотела написать, меня отговорили, я сейчас жалею об этом. Нужно было это сделать. Нужно, конечно. Потому что человека надо научить работать. Или если ты не умеешь работать, садись дома и занимайся другой деятельностью. Ладно, даже хотя бы этот инструмент, которым мы крайне редко пользуемся. Ладно, нет в больнице лекарств. Вы сами купили своему. У нас как? Если человек болен, то любой родственник, который приехал, захло и так далее, пойдет, естественно, купит все, что нужно, принесет. Сохраняйте чек. Передавайте его в страховую медицинскую страховую компанию, и вам его оплатят. А с больницы уже будут вычитать эти деньги. То есть это тоже схема, действенная схема. Нужно ею пользоваться. Кстати, многие люди не знают, что они имеют право обращаться в ФОМС и требовать эти деньги. Ведь страховая должна возмещать. ФОМС, медицинскую страховую компанию. Полис, ОМС конечно. Могут возместить. Какая разница, откуда эти деньги возьмут? Бесплатная медицина должна это все покрывать. Спасибо вам, Батыр, за интересную беседу. У нас уже эфир завершается. Все, что можно было, мы сегодня обсудили. Я надеюсь, эта информация была полезна для наших радиослушателей. Я напомню слушателям, что в гостях у нас сегодня был Батыр Тачиев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Для вас работала Милана Манкиева. Всего доброго, до новых встреч. Айкил.